Где-то 3 или 4 года назад мы выбрали стратегию не просто продуктовую, да, там, расширение продуктов, а именно диверсификацию бизнеса, потому что ни для кого не секрет, мобильный бизнес, он стагнирует. И это нам дало, по факту, в этом году мы выросли достаточно значительно с точки зрения B2B. Это мероприятие, в частности, мы делаем не впервые, но можно сказать, что в первый раз мы его делаем настолько масштабным для малого и среднего бизнеса. И это как раз-таки часть нашей стратегии и нашей роли, скажем так, в бизнес-сообществе помогать и показывать те навыки и умения, которые мы сами получили для себя, испытали на себе и которые стали успешными, в частности, для малого и среднего бизнеса. Мы будем продолжать это наше начинание и сможем действительно помочь не словами и там какими-то тренингами, а действительно помочь развитию бизнеса в Казахстане. Agile вообще, в принципе, это майндсет. Это способ мышления о себе, о мире, о том, как мы делаем продукты. И Agile манифест, у него есть ценности, которые говорят о том, что люди важнее процессов, что когда мы показываем какой-то кусок готового продукта, у людей включается голова, и это становится более ценным, чем если мы сделаем какую-то документацию. И то, что изменения у нас происходят, это нормально. И нам совершенно не обязательно делать какой-то план и потом следовать плану ради плана. Agile методологии работают с продуктами и пытаются сделать его наиболее пригодными для пользователей, постоянно показывать то, что у нас получилось, постоянно получать обратную связь, постоянно изменять и приветствовать изменения, ну и в целом так оно и получается. Но достаточно часто бывает так, что либо мы уже ускорили процесс, либо вообще как бы процесс и так неплохой, но у компании есть проблемы вообще с идеями продуктов. И тогда нужно выстраивать немножко другой процесс, нужно выстраивать процесс Customer Development, Design Thinking, вообще прийти к тем людям, для которых мы это делаем, и спросить, какие у них будут проблемы. Если у нас компания достаточно крупная, с которой мы работаем, то тут, если мы ускорили процесс локального выпуска продуктов и сделали нормальный процесс генерации идей, то мы ускорили что-то, улучшили, да? Но процесс до и процесс после он остался такой же, как есть. И у нас получается локальная неэффективность. Вернее, локальная эффективность, все остальное нет. Да, и получается, что нам нужно будет менять способ бюджетирования, менять способ постановки целей. То мы получаем то, что называется бизнес-agility. Это комплексный подход к тому, чтобы бизнес был гибким, чтобы бизнес отвечал на те вызовы времени, которые сейчас существуют, работал с конкурентами, с рынком, с изменяющимися вкусами пользователей. И Agile – это, получается, один из инструментов, который способствует бизнес-agility. Это огромное вообще поле работы. Но достаточно часто начинаются с Agile, потому что в том числе, даже если мы пытаемся сделать гибким весь бизнес, без быстрой поставки ценностей тоже ничего не получится. У нас несколько проектов в холдинге, и в одном из последних молодых проектов мы уже активно применяем agile методологии, в частности, Scrum применяем как инструмент. И я привел своих коллег, чтобы они послушали и начали применять в своих проектах. В нашем молодом проекте нам помогает разрабатывать продукт, так как мы в нем находимся, так сказать, как в тумане войны, в неопределенности, что конкретно и как делать. Подход скрама помогает вот эти моменты подсвечивать в короткий период времени, чтобы мы вовремя понимали, что мы сделали какую-то ошибку или не в ту сторону пошли. Добавляет такой прозрачности, согласованности и понятно в конце какого-то короткого периода, что нужно переделать, где нужно развернуться. Вообще здорово, что проводятся данные мероприятия. В Казахстане это слабо развито. И в целом находить людей, которые готовы по такой методологии работать, довольно сложно. Приходится учить с нуля всех. Если бы рынок был более развитый, и нам бы это тоже помогало правильно развиваться.